Я за разрешением на хранение. Казанский охотник Андрей Тукмаков оружием увлекается более 40 лет. Сейчас мужчина купил новое ружье и пришел в управление Росгвардии его оформить. Ужесточение правил мужчина поддерживает. Как говорит, нет ничего сложного, чтобы оборудовать дома место хранения и пройти все разрешительные процедуры. По новым правилам, то есть, я ничего не ощутил такого, то есть, скажем, то есть меня ничем ничего не ущемили, ничего, то есть, но еще раз, это, скажем, такая вещь, оружие, то есть, ведь много может быть случаев, да, когда, допустим, пьяный сосед там вломится в чужую квартиру, да, и возьмет оружие. Могут дети взять оружие, да. Я считаю, что, конечно, нужно ужесточать, но, знаете, нужно как-то подходить дифференцированно. Одно из главных изменений вступившего в силу закона – возрастной ценз повышен на 3 года. Теперь граждане, не достигшие 21 года, не смогут приобрести охотничьи, а также огнестрельное, гладкоствольное, длинноствольное оружие самообороны. Также всем новичкам запретят пользоваться многозарядным оружием. Огнестрельное, гладкоствольное, длинноствольное оружие, имеющее, магазин или более 2 стволов. Раньше мог приобрести 18 лет пятизарядку, а сейчас это уже будет запрещено. То есть сначала ему надо будет 2 года повладеть двухзарядным ружьем, и после этого только он сможет приобрести пятизарядное ружье. Как и ранее, чтобы получить оружие, нужно пройти обучение, медкомиссию и оборудовать дом место хранения. Его должны будут проверить правоохранители. Для юрлиц теперь обязательно сигнализация, выведенная на пульт охраны. По новому закону сроки рассмотрения всех документов на получение оружия остались прежними – 30 дней. Может быть отказано в случае, если гражданин имеет противопоказания. То есть это может быть разрыв стажа, например, по нарезному, могут быть медицинские противопоказания, также может быть наличие судимости, административные правонарушения. Поправки в закон об оружии были приняты Госдумой 28 июня 2021 года. Инициатором выступил Татарстан. По поручению Рустама Минниханова образовали сразу несколько рабочих групп, которые разрабатывали поправки. Наши парламентарии предложили главные изменения в 13-ю статью. Возрастной ценз был повышен на 3 года. При этом норма не коснулась тех, кто служит в армии, и представителей малых народов. Трагедия в Казани и нападение в Керчи показали, какую опасность представляет оружие. И в том, и в другом случае оба стрелка не достигли возраста до 21 года. Сейчас в Татарстане более 44 тысяч владельцев оружия. У них на руках 75 тысяч различных стволов. В этом году в обращении с огнестрелом выявили свыше 800 нарушений. 240 единиц оружия изъяли. Теперь по новому закону гражданины могут изъять оружие, если он совершил какое-либо правонарушение, которое влечет за собой арест. Например, попался пьяным за рулем. При этом те, кто успел получить оружие по прежним правилам, а по новому закону права на него не имеет, смогут продолжить пользоваться своим огнестрелом. Закон обратной силы не имеет. То есть граждане, которые уже получили и владеют на законных основаниях оружием, таких граждан, согласно данному закону, не будут оружие изыматься. В случае пропажи оружия нужно будет в течение суток заявить об этом в Росгвардию. Там же нужно получить направление на ремонт ствола. Самостоятельная переделка теперь под запретом. Всем владельцам оружия не реже чем раз в 5 лет нужно будет проходить проверку знаний и навыков. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.